Несвоевременный вывоз отходов. Кто в ответе за груды мусора в столице региона? Искусственные камни будут продавать отдельно от натуральных. Подготовлен проект постановления правительства. Пауэрлифтинг в Мирном. Соревнования в столице Алмазного края выявили самого сильного мужчину и женщину. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Закрытые ледовые переправы Якутск-Нижний Бестях, Кангаласы-Сотинцы и Хатасы-Павловск. Дорожные указатели сменили на запрещающие, проезд перекрыли песком. Сотрудники ГИБДД ведут разъяснительную беседу с водителями, подъезжающими к переправе. Нарушителей начнут штрафовать во второй половине дня после официального подписания приказа о закрытии ледовых переправ. Завтра автозимники в Вилюйской группе улусов будут под запретом, а в северных и арктических улусах запланировано на 20 апреля. Сроки закрытия автозимников доступны на официальном сайте Минтранса Якутии. Сегодня, 15 числа, мы вместе с комиссией закрываем ледовый автозимник Даркалах, Нижний Бестях. Как видите, работает комиссия. И на этом ледовый автозимник на сегодняшний день будет закрыто. Ну и какие работы здесь ведутся? Вот что вы делаете? Ну, сейчас мы будем снимать обстановку и запрещающие знаки с завтрашнего дня. Полностью отключение электроэнергии с балков и перевод уже отсюда мы выходим. Случаи несвоевременного вывоза мусора зарегистрированы в столице региона. Сотрудники управления Госстройнадзора реагируют на каждую жалобу со стороны жильцов. Так, в ходе рейда груды мусора обнаружили по нескольким адресам, относящимся к управляющей компании «Арсенал Плюс». В свою очередь, представители компании отмечают недоброкачественную работу регионального оператора. Арбитражный суд региона ввел процедуру внешнего управления в отношении Нерюнгринской птицефабрики на 1,5 года из-за кредиторской задолженности компании. Общая сумма долга кредиторам составляет более 1 миллиарда рублей. Балансовая стоимость имущества предприятия – 1 миллиард, дебиторская задолженность – 73,5 миллиона рублей. Кроме того, в деле о банкротстве птицефабрики определением суда была произведена замена крупнейшего кредитора-должника Россельхозбанка на Сайсары. Мэрия Ленска ищет разработчика стратегии социального развития. Объявлен аукцион. Максимальная цена контракта – 2 миллиона 400 тысяч рублей. Он должен быть исполнен не позднее 31 декабря этого года. Как следует из технического задания, победитель анализирует социально-экономический характер города, разрабатывает план мероприятий и прогноз на среднесрочные и долгосрочные периоды, а также сценарий развития. Первый международный рейс в этом году успешно выполнила авиакомпания «Якутия». Зарубежным городом, куда якутяне смогли вылететь из Якутска без пересадок, стала столица Южной Кореи – Сеул. Не все желающие смогли попасть на борт Боинга. Билеты были распроданы в считанные дни. 170 счастливчиков преодолели более 2700 километров всего за 4,5 часа. Прямой рейс Якутск-Сеул выполняется по воскресеньям. Помимо этого, авиакомпания «Якутия» каждый четверг будет летать без пересадок в Харбин, а по субботам в Ташкент. Мы этого момента ждали очень давно, и для нас сегодня, можно сказать, даже праздник. И весь коллектив нашей авиакомпании очень стремились к этому, и наконец-то у нас это случилось. Почему? Потому что это, во-первых, удобство для наших же пассажиров. Почему? Потому что когда рейсы приостановлены были, международные рейсы, пассажиры вынуждены были лететь через Иркутск, через Новосибирск, через Владивосток. Это такие вот долгие перелеты были. А сейчас, после того, как возобновили, пассажиры могут лететь 4,5 часа уже в Сеуле. А с Сеула можно уже лететь хоть куда. Ювелирные изделия с искусственными драгоценными камнями должны продаваться на отдельных витринах, чтобы не вводить покупателей в заблуждение, считают в Минфине. Ведомство подготовило проект постановления правительства. Определить на глаз натуральный камень и синтетический не может даже специалист. Согласно документу, витрины с синтетикой продавцы должны снабжать специальной табличкой. По замыслу авторов это должно исключить обман. Натуральные и выращенные искусственно камни образованы одними и теми же атомами, говорят специалисты. Однако найти в природе ювелирные камни гораздо сложнее, чем синтезировать в лаборатории.
Месяц остался до единых госэкзаменов. В удачнинской школе для большей продуктивности решили ввести очно-заочную форму обучения выпускников. Но немногие могут воспользоваться этой программой. Насколько удобно оказалось такое обучение и как готовятся будущие выпускники, расскажет Злата Курбанова. Учителя утверждают, что подготовка к любому экзамену – процесс непростой. Например, ЕГЭ начинается с правильности заполнения бланков. Но главное, конечно же, знания. Их ребята получают не только на уроках, но и дополнительных занятиях. Татьяна Буханова, в будущем экономист, занимается с репетиторами из разных городов онлайн. Нагрузка у выпускницы большая. Не так давно Татьяна решила перевестись на очно-заочное обучение. Оно позволяет учащимся посещать школу по специально составленному графику. Так очень удобно, но проблема в том, что все мои репетиторы в основном преподают по московскому времени, и трудно совмещать школу и репетиторство. Также подготовка именно даже к репетиторству занимает большинство моего времени свободного. И очень сложно ходить в школу и успевать там и сям, чтобы везде был отличный результат. Такой метод обучения в 19-й школе практикуют впервые. Понимая нагрузку у учеников, руководство школы решило пойти навстречу и разработать новый удобный план занятий. Но обучаться по этой программе могут не все выпускники. Мы педсоветом утвердили выход на очно-заочную форму обучения 6 нашим ученикам, выпускникам 11 класса. В основном это наши потенциальные медалисты, и либо дети, которые находятся в зоне не риска, а в зоне ответственности. А вот в 24-й школе такого метода не придерживаются, но всячески стараются помочь ребятам в подготовке к ЕГЭ. Например, в школу ежегодно приезжает преподаватель Галина Протодьяконова из Северо-Восточного федерального университета города Якутск. Она использует свою методику, помогает ученикам находить легкие пути в решениях сложных математических задач. По школьной программе рассматривают, допустим, если в частности предмет математика, в основном такие традиционные решения. Как мы знаем, математика, наука достаточно такая широкая, и решений на самом деле очень много, способов решений. И Галина Юрьевна показывает еще, какие есть наиболее простые способы решения, ну и наиболее точные. В 24-й подготавливать детей к ЕГЭ начинается с средних классов. Специально для ребят проводятся психологические тесты, которые выявляют способности и интерес к той или иной профессии. Зачастую родители не согласны с мнением ребенка. Тогда на помощь приходит психолог. Работаем над этим, рассказываем, к чему приведет, если интереса нет в будущем у ребенка. Все-таки, если есть интерес, это и будет и стимул, и стремление, и карьерный рост, и всяко разъясняем, и психологическую помощь оказываем родителям. Сейчас ребята только готовятся к сдаче единого государственного экзамена, но совсем скоро им предстоит применить свои знания на практике. Уже в мае они пойдут сдавать пробные экзамены, на которых смогут учесть свои ошибки и не допустить их при сдаче ЕГЭ. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Якутский боксер Василий Егоров стал бронзовым призером Кубка мира по боксу. Сборная России с 5 золотыми медалями триумфально завершила Кубок мира по боксу в немецком Кёльне. Этот результат позволил российской команде завоевать первое общекомандное место в турнире. Василий Егоров, победив в первом бою монгольского боксера, в следующем поединке за выход в финал турнира в главном бою уступил хозяину ринга, призеру Европейских игр в Баку, участнику Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В Мирном прошли ежегодные личные состязания по пауэрлифтингу. 7-й турнир собрал силачей из Мирного, Айхала, Светлого, Удачного и Ленска. 50 участников – это вдвое больше, чем в прошлом году. Тяжеловесы и легковесы тягали железо по системе классического жима по 3 силовым дисциплинам. Приседания со штангой, жим лежа и комплекс становая тяга. Этот вид спорта набирает популярность среди девушек. У меня муж начал заниматься этим видом. Я пришла к нему на соревнования и увидела, какая тут энергетика, мотивирующий такой разряд, бодрость. И я решила тоже попробовать. Мне очень понравилось. Пока что самое тяжелое для меня – это жим, штанги лежа. Это самое тяжелое для женщины, наверное. А так, самое главное – техника. Будет техника, будет результат. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.